Коми выберут лучших лыжников среди сотрудников спецслужб и органов правопорядка. Традиционный чемпионат республиканского отделения спортобщества «Динамо» собрал в этом году более полусотни участников. В первый день соревнований девушки бежали 5 километров, мужчины 10. Поддержали спортивный праздник и ветераны. Имена победителей начального этапа знает Евгений Ракин. Лыжный сезон в Коми в разгаре. Первым в новом году эстафету соревнований на главном лыжном спорткомплексе региона стадионе имени Раисы Сметаниной подхватил республиканский чемпионат спортивного общества «Динамо», в котором традиционно выступают сильнейшие лыжники-гонщики министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка. Первыми стартуют девушки. Дистанция всего 5 километров. Казалось бы, только вышли на лыжню, а до финиша уже рукой подать. Вероятно, поэтому многие спортсменки бежали в полсилы, наслаждаясь свежим морозным утром и чарующей северной природой. Впрочем, некоторые все же поддались спортивному азарту. Основная борьба развернулась между Ольгой Царевой и Натальей Зюзевой. В 2013 на Всероссийском динамовском чемпионате они уже боролись за золото. Тогда Царева, выступающая за УСИН, была первой. На этот раз представительница команды МВД ее опередила. Снег сегодня тугой, не очень хороший. А так морозная погода, в принципе, не настолько холодно, чтобы не бежать. Куда острее конкуренция у мужчин. У них быстрее всех оказался представитель команды Федеральной службы исполнения наказаний Алексей Виценко. Поддержали традиционные соревнования и ветераны. Было их, правда, немного, всего 4 участника. Зато выступили они достойно. Финишировали раньше женской команды. Отличился трехкратный чемпион мира среди любителей лыжного спорта Александр Рочев. Это жизнь моя. Я без этого сейчас, наверное, и не могу, потому что я дома посижу, мне никак, вот меня тянет сюда, вот покатаешься, побегаешь, и домой приходишь уже, дома что-то делаешь, а вот когда вот ничего нет, даже морозы, пару-тройку дней не тренируешься, уже тянет идти. Еще один стимул: до Кубка мира мастеров по лыжным гонкам осталось меньше 2 месяцев. Только ежедневные тренировки придают уверенности и держат, что называется, в тонусе. Готовятся к статусному соревнованию и на самом спорткомплексе. Ожидается, что в марте стадион имени Раисы Сметаниной примет около 1500 спортсменов из 30 стран. Трассы у нас уже 5 лет мы подготовили. Частично сделали контруклоны, вырубили некоторые кустарники, такие деревья, которые не намешаются. Расшили всю трассу. Самая узкая трасса, это где-то у нас 6 метров, наверное, самая узкая, а самая широкая 16 метров. Летний вариант мы подготовили, сейчас делаем еще зимой небольшие контруклоны, чтобы людей не выносило, и готовы. А пока трассу обкатывают местные чемпионы и любители. По словам организаторов нынешних стартов, основная борьба развернется между командами завтра. В прошлом году мы все прекрасно знаем, что команда ГУСИН заняла 1-е место в этих соревнованиях. Вторые были команда МВД и 3-е МЧС. Но 2-е, 3-е, 1-е место не гарантирует им прошлогодние, что такая же картина будет в этом году. Потому что сильная команда и войсковой части могут сюрприз принести и судебные приставы. Завершится республиканский чемпионат эстафетой. Защищать честь силовых ведомств и спасательных служб Коми будут 8 сборных команд. Евгений Ракин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.